Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Глава Туркменистана одобрил контракты с Петронас и Аднок по разработке месторождений на Каспии. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил руководство ОАЭ посетить Туркменистан с визитом. Туркменистан рассматривает участие Петронас в строительстве второго газобензинового завода и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с руководителем малазийской нефтегазовой компании «Петронас» Таншри Тенку Мухаммадом Тауфиком. Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Было отмечено, что Туркменистан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Малайзией в экономической, торговой, энергетической, транспортной и культурно-образовательной сферах. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов, в состав которой вошли министр промышленности и передовых технологий, генеральный директор Аднок Султан Ахмед Аль-Джабер, министр энергетики и инфраструктуры Сухейль Аль-Мазруи и государственный министр МИД ОАЭ Ахмед Аль-Сайек. Особое внимание в ходе переговоров было уделено партнерству в топливно-энергетическом секторе. Президент Сердар Бердымухамедов отметил стратегическое значение двустороннего сотрудничества в этой области и подтвердил готовность Туркменистана к активизации взаимодействия с компанией Аднок. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение, разрешающее государственным концернам Туркменгаз и Туркменнебит заключить договоры с компаниями Петронас и Аднок. Документ направлен на успешное выполнение задач, поставленных перед нефтегазовой отраслью страны. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с высокопоставленной делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. Представители ОАЭ выразили признательность за организацию встречи, подчеркнув высокую значимость, которую придают в Эмиратах развитию отношений с Туркменистаном. Гурбангулы Бердымухамедов передал наилучшие пожелания руководству ОАЭ и направил приглашение посетить Туркменистан с визитом в удобное для них время. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с руководством малазийской нефтегазовой компании «Петронас», в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения долгосрочного сотрудничества. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам строительства второго завода по производству бензина из природного газа. Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности рассмотреть конкретные предложения малазийской компании по реализации совместных проектов. Также была отмечена важность сотрудничества в образовательной сфере. В технологическом университете Петронас прошли обучение более 200 туркменских студентов. Председатель Халк-Маслихаты предложил активизировать работу по организации кратко- и долгосрочных обучающих курсов для туркменских специалистов. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении состава туркменской части совместной туркмено-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Документ направлен на последовательное укрепление и развитие партнерских отношений между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран. Президент Армении Ваган Хачатурян направил поздравительное послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении армянский лидер выразил уверенность, что дружественные отношения между народами двух государств послужат надежной основой для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Поздравления по случаю 80-летия победы президенту Туркменистана также направили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кабицкий. Мощный взрыв потряс химическое предприятие в окрестностях Севилья, выбросив в атмосферу массивное облако густого черного дыма. Местному населению рекомендовали оставаться в помещениях. По информации администрации Андалусии, в результате происшествия пострадали двое. Сотрудник завода получил незначительные ожоги. Также медицинская помощь потребовалась одному из пожарных. Международный аэропорт Дубая внедряет новую систему безопасности, которая существенно сократит время прохождения контроля и освободит путешественников от необходимости извлекать электронные устройства и жидкости из багажа. В терминалах 1, 2 и 3 устанавливаются передовые трехмерные сканеры, разработанные в партнерстве с компанией Smiths Detection. Данное оборудование предоставляет сотрудникам службы безопасности возможность получать подробные изображения содержимого сумок без необходимости их открывать. Футболисты Аркадага одержали победу над Балканабадским Небичи в матче 14-го тура чемпионата Туркменистана. Игра состоялась в Аркадаге и завершилась со счетом 3-0. Идущий вторым в высшей лиге Туркменистана Аркадаг набрал 21 очко в 7 матчах.
У лидирующего Ахала 24 очка в 10 встречах. Небичи с 8 очками расположился на предпоследней, 7-й строчке турнира. В других матчах тура Ахал со счетом 4-0 разгромил Ашхабад, Алтын-Асыр со счетом 2-0 обыграл Мерв, а Капидаг со счетом 0-1 уступил Шакадаму. Туркменский спортсмен Давранбек Хасанбаев завоевал золотую медаль в рывке на проходящем в Китае чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Этого успеха туркменистанец добился в весовой категории до 102 килограммов. В рывке Давранбек удержал над головой штангу весом 182 килограмма. В толчке он поднял штангу весом 195 килограммов. В двоеборье с результатом 377 килограммов Хасанбаев занял 3-е место. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркминпортал – ваш самый надежный источник новостей.